Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала Якутия-24, да и республиканского телевидения. Старая добрая программа «Один из нас», который вот уже очень много лет с огромным удовольствием веду я, журналист Дмитрий Аргунов. И хочу поделиться одним таким наблюдением, наверное, что ли. Наблюдение такого плана. В нашем благодатном краю, который называется Республика Саха-Якутия, очень трудно продать автомобиль, если он не производство концерна Toyota. Это де-факто еще с 90-х годов такой вот подход. У нас очень много логистика, запчасти и все прочее и так далее заточено именно на Toyota и Toyota-подобные вещи. Ну и народ в таких условиях, конечно же, предпочитает во многих случаях покупать автомобили не официальной лиги, скажем так, которые дилеры представляют, официальные, да, которых с каждым моментом становится все меньше и меньше. Сейчас активно очень идет экспансия китайских дилеров. Но предпочитают все же, несмотря ни на что, ни на ограничения, ни на определенности с конвертацией валюты и так далее, покупать автомобили на аукционах Японии. Когда я окунался в эту тему, было очень много вопросов, что, где, когда и так далее. И один мой знакомый друг подсказал, а там же Дима Ефремов. Он большой пост занимает в крупнейшей компании, которая занимается экспортом японских автомашин, АДН Групп. Дмитрий Ефремов. Здравствуйте, Дмитрий. И Дмитрий Ефремов сегодня у нас со мной в эфире. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день, Дмитрий. Ага. Ну, Дмитрий Ефремов, он уже более 12 лет живет в Японии, работает в крупнейшем коллективе, который занимается экспортом автомашин не только в Россию, но и в другие страны Юго-Восточной Азии. АДН Групп. Это один из лидирующих компаний по экспорту автомобилей, специализирующихся в основном на автоаукционах. Это подержанные автомобили, и компания работает с 2007 года, экспортируя не только в Россию, но и в другие страны. На данный момент основной костяк — это, конечно, Россия, потому что Россия до введения определенных законов импорта занимала первое место среди экспорта автомобилей. Сейчас немножко этот процент, конечно, упал, но компания, она продолжает свою деятельность, уже немножко переориентировалась на другие рынки. Но в целом до этого момента это компания, которая конкретно специализируется на экспорте из Японии автомобилей. Почему на аукционах попадают машины с небольшим пробегом, состояние абсолютно, скажем так, близким к состоянию, которое покупали, наверное, вот эти японцы, да? Почему они в силу каких экономических правил оказываются на аукционе? В чем причина продавать вот эти совершенно новые, готовые к употреблению и так далее, надежные совершенно автомашины? Почему они перепродают их? Ну, причин несколько. Я назову основные причины. Так как Япония является одной из, опять же, лидирующих стран в автомобилестроении, так сложилось, что система автоаукционов, она регулирует тот рынок подержанных автомобилей. Почему и японцы часто меняют автомобили, почему они оказываются с такими небольшими пробегами? Ну, самая основная причина — это, наверное, техосмотр, так называемый шикен, да? Наверное, слышали про него. Средний шикен, продолжительность шикена техосмотра является время 2 года. И чтобы его продлить, нужно, получается, пройти техосмотр, который японцы... кто-то ленится делать этот техосмотр, кому-то просто нравится пересаживаться на более новые автомобили. И менять автомобили, не проездив толком, это для них нормально, для самих японцев. То есть вот этот шикен, он не стоит баснословных денег, то есть есть миф о том, что выгоднее купить новый автомобиль японцу, чем повторно проходить вот этот техосмотр. Нет, он баснословных денег не стоит, просто это еще ментальность японская, что они
так как очень много марок, моделей, и вот это примерно можно это объяснить, как, например, iPhone, да, то есть iPhone выходит все новая модель каждый год. То же самое происходит с автомобилями. Идет рестайлинг, идет обновление модели, появляются какие-то новые технические решения, инновационные решения, то есть появляются там гибридные системы, последовательные гибрид-электрические автомобили. И как бы следуя за этой модой, за инновациями, японцы, ну вообще народ такой, что любит все новое, и они с радостью пересаживаются на более новые модели. А что же делать со старыми? Их только, ну, проще всего их выставить на аукцион. Ну, согласись, что японский все-таки авторынок – это более консервативный рынок, чем вот уже надвигающийся китайский вот этот бум, да, особенно с его электромобилями и так далее. Вот там изменение модельного ряда, оно буквально человек просто не успевает следить. 3 месяца назад, допустим, BYD выпустил какую-то модель, через 3 месяца уже пошел. В этом у японцев есть. Они, ну, многие замечают, что японские автомобили, как раньше, когда они только заходили на международный рынок автомобилей, были очень, ну, другого качества, с другими какими-то инновациями, с новыми фишками. А сейчас уже как бы заняв определенную нишу на всемирном рынке автомобилей, они немножко изменилось немножко производство автомобилей, где-то победил маркетинг вместо инженерии, где-то просто идет какое-то следование моде, и можно наблюдать такую вещь, что, например, та же Toyota, она не сильно спешит в каких-то своих моделях вводить какие-то, ну, супер инновационные фишки, которые мы можем наблюдать у китайских автомобилей. То есть все мы знаем, что сейчас новые китайские автомобили могут там чуть ли не плавать. Вот. И я думаю, что вот эта чопорность, присущая немцам или той же Великобритании, она у японцев тоже, согласимся, что появилась. Да. И это большой плюс японского автопрома, потому что, ну, человек, я понимаю, что привык покупать лет на 5, на 6 и не ожидать каких-то неприятных сюрпризов, типа того, что там кончились запчасти и так далее ввиду обновления линейки. Согласись, это большой плюс. Да, согласен, полностью согласен. Да, что... Так, Дмитрий, сколько российских компаний работает в сфере вывоза из Японии подержанных авто? Ну, примерная оценка. Вообще вот этот так называемый серый автоимпорт, который мы наблюдаем, ну, основной порт — это, конечно, город Владивосток. Он достаточно обширный, он работает с 90-х годов. Появляются все больше и больше компаний, которые всерьез занимаются импортом автомобилей из Японии. На данный момент в связи с распространением социальных сетей этих компаний становится больше, но есть определенный пул так называемых оптовых заказчиков, которые занимаются импортом автомобилей. И сейчас я так думаю, что примерно, если посчитать, ну, я думаю, больших прямо компаний, которые импортируют очень большой объем автомобилей, наверное, в районе, ну, до 50, я думаю, 40-50. До 50 да. Надежных, проверенных временем российских компаний, которые российских компаний. Да, которые россиянин может обратиться, оформить договор и получить на легальной основе, пусть подержанные, но в состоянии нового японское авто. Согласись? Совершенно верно, да. Ага. А насколько сейчас в связи... Вот мы говорим, есть изменения и в японском законодательстве, и в российском, да, которые, ну, создают определенные препоны для того, чтобы россияне, не прилагая особых усилий, покупали подержанные японские авто. Есть изменения и с японской стороны, и с российской стороны. Это процесс обоюдный. Насколько стало трудно, начиная с августа 2023 года? Вот эти препоны, новые законы, они вводятся ежегодно. Можно начать с 2008 года, когда были введены так называемые заградительные пошлины. Ну, в свое время это было еще там, было введение ГЛОНАСС, было введение утилизационного сбора и так далее. То есть вот этих правил было очень много. Сейчас, на данный момент, я так полагаю, что это один из самых сложнейших периодов для автоимпортеров, потому что сейчас вводятся правила с двух сторон.
и со стороны Российской Федерации, и со стороны Японии. Мы сейчас, ну, как мы все знаем, автомобили объемом больше 1,9 литра, гибридные автомобили, оснащенные гибридной системой, и электрические автомобили, нет возможности по закону экспортировать из Японии. То есть именно компании, подобные нашей, они имеют возможность эти автомобили отправлять, ну, образно в другую страну, но напрямую прямая линия в Россию, она как бы стоит под санкциями, под запретом. Плюс к этому, как вы сказали, с августа, да, получается, этого года еще ввели несколько законов. Купив автомобиль для личного пользования, человек может ездить, ну, ему необходимо ездить минимум 1 год, и только после этого он может перепродать этот автомобиль. Если же он этого не сделает, он может попасть на так называемый повышенный утилизационный сбор. Делается это все для того, чтобы немножко обход вот этого закона, когда человек как бы завозит на физическое лицо, но впоследствии перепродает. То есть много случаев, когда человек, покупая себе автомобиль, сразу на следующий день, грубо говоря, перепродает автомобиль. Да? Чтобы вот этот поток приостановить, тоже были введены вот эти определенные законы, которые все влияют, естественно, негативным образом на весь автоимпорт. Но пока на данный момент, несмотря на все это, компании работают, все идет, я бы сказал, неплохо. Единственное, что ну, мы можем наблюдать, что очень большая популярность со стороны китайских автомобилей, да, конкуренция составляет, и также Корея. Дмитрий, в связи с этими моментами, вообще, вот когда я в октябре, по-моему, 23 октября начала появляться информация о том, что россиянам запрещено самостоятельно принимать участие в японских аукционах. А вообще так ли это было? То есть не является ли эта информация, ну, определенного рода мифом, которого придерживались многие, скажем так, деятели Ютуба? Ну, начну с того, что, в принципе, автомобильные аукционы Японии, они предназначены изначально для внутреннего рынка Японии. Как мы знаем, население Японии примерно равно населению России, и внутренний рынок Японии очень большой. Здесь, в принципе, в системе автомобильных аукционов нет возможности участия именно физических лиц. Поэтому именно, если говорить конкретно про этот вопрос, то прямого участия физического лица, ну, в принципе, ну, невозможно. Это все равно делается через компании, которые зарегистрированы на территории Японии. Угу. Следующий вопрос. Почему определенные аукционы из серии USS и так далее, там просто статистики не отображается в общепринятых вот этих статистиках, которые показывает каждая компания-посредник. Типа зайдите в систему аукционов, посмотрите по статистике, за сколько была куплена та или иная машина. Почему есть определенные аукционы, которые просто не отображаются в статистике? Если говорить про компанию USS, это самая лидирующая система аукционов в Японии. У нее такая политика сокрытия, то есть сокрытие информации, чтобы их дата не оказывалась в свободном доступе в сети интернет. В принципе, все аукционные системы, такие как TA, Toyotовский аукцион, NA, Ниссановский аукцион, GU, Japan Used и так далее, они все в целом работают таким образом, что вся их информация, она предназначена исключительно для дилеров. То есть аукционные системы изначально так построены, чтобы там покупали и продавали только автомобильные дилеры. Но так сложилось, что мы, россияне, в свое время, когда начиналась эта деятельность, с помощью IT-технологий смогли сделать таким образом, чтобы были так называемые русскоязычные зеркала, через которые любой желающий может зарегистрировавшись
наблюдать за обновленными лотами, которые появляются на аукционах. Тем самым упростили работу для уже тех заказчиков, уже получается розничных заказчиков, не оптовых заказчиков, а розничных, чтобы они могли это все видеть. Естественно, допустим, если говорить про USS, они борются с этим. Есть специальный раздел, который следит за тем, чтобы их информация не оказывалась в свободном доступе. Поэтому в большинстве зеркал, подобных, допустим, Ranx.ru или Aliada Group, не всегда видно USS, но есть определенные инструменты, через которые наши специалисты в IT смогли скачивать и фотографии, и еще какие-то дополнительные материалы по запросу своих заказчиков, получается, компаний, которые занимаются уже с физическими лицами в России. Это типа USS-бот и тому подобное, да? Да, это как раз-таки USS-бот, это подобные системы, да, которые похожи на USS-бот. Дмитрий, проинформируйте, пожалуйста, какова вообще система оценок на японских аукционах. Я несколько раз уже сталкивался с автомобилями, которые через аукционную систему попадают в Россию, и порой очень большая градация оценок. То есть одна и та же царапина, вернее, одного и того же масштаба царапина может варьироваться в аукционных листах совершенно по-другому. Каков самый строгий аукцион и какова вообще градация вот этих аукционов? Куда лучше смотреть предпочтительнее тому человеку, который хочет получить идеальный автомобиль? Вообще вот из-за этой концепции, про которую я говорил, эти оценки на самом деле предназначены, так как не для физических лиц, которые хотят купить автомобиль, а именно для дилеров, то есть предполагая тем самым, что эти аукционные листы будут разбирать не сами физические лица, которые хотят себе купить автомобиль, а именно профессионалы, автодилеры, которые в этом разбираются. Аукционы работают подобным образом, что оценивается автомобиль не так, как бы мы хотели, да, то есть есть аукционы, которые оценивают достаточно поверхностно. Есть аукционы, которые оценивают более строго. Например, самый строгий аукцион — это, наверное, тойотовский аукцион TA, в котором автомобиль с оценкой 3,5 может на том же USS всплыть с оценкой 4 балла. Да? Поэтому, если разговаривать именно на эту тему с автоаукционом, как дилер, да, то в большинстве случаев их ответы сводятся к тому, что ребята, вы автодилеры, вы профессионалы, вы знаете, чем занимаетесь, разбираетесь во всех системах, поэтому каждую царапину или там грязь в салоне здесь, ну, как бы бессмысленно вставлять какие-то претензии и так далее. Поэтому сама система, она таким образом работает, что есть моменты, какие-то могут быть неучтенные. То есть японцы могут выставить автомобиль, допустим, выкинув туда свои тапочки, там, без какой-то предварительной предпродажной подготовки, к которой мы, россияне, привыкли. Да? То есть перед тем, как продать автомобиль, как правило, мы приводим порядок. моем автомобиль. Да, приводим в порядок. В случае с японцами это не сильно распространено. Конечно, есть люди, которые хотят продать там подороже, они этим тоже занимаются, но в основном это настолько большой поток автомобилей, что, допустим, только на одном аукционе USS Tokyo выставляется в неделю порядка 20 тысяч автомобилей. Да? И даже где-то нет возможности каждый автомобиль досконально, очень четко, ясно проверить. Поэтому, в принципе, оно работает таким образом, что так как это поддержанный автомобиль, который уже ездил на территории Японии и был владелец японец, то есть дилер должен понимать, кто хочет купить этот автомобиль, что это не новый автомобиль салона, да, и принять как бы к сведению, что могут быть какие-то моменты, которые могут быть где-то даже не учтены в аукционном листе. Как пример, вот часто бывает, что на аукционных листах пишут
выражение, оно абсолютно шаблонное, это грязь в салоне. То есть вот это шаблон грязь в салоне, царапины по кузову, вот эти выражения используются практически на всех системах, и можно увидеть там на всех 90% всех аукционных листов, что написано, что грязь в салоне. А по факту может оказаться, что автомобиль довольно чистый и никакой там особой грязи нет. Дмитрий, еще один вопрос, который любого россиянина заинтересует. Мы же привыкли следить за состоянием авто, есть ли масложор, троит, не троит, тому подобные вещи технического плана. Да? Японские аукционные листы, они оценивают кузов и интерьер, салон получается. Да? И никакого вовлечения в техническую сторону, там двигатель троит, не троит, там выхлоп работает нормально и так далее, вообще нету. То есть по умолчанию автомобили, которые попадают на японские аукционы, они окей в смысле технического состояния, так? Да, получается, при осмотре автомобиля аукционным экспертом, конечно, он проверяет все узлы, агрегаты, косметическую сторону и так далее. То есть если двигатель, например, троит, то это будет обязательно указано в аукционном листе. Или, например, пинается коробка, тоже это будет все учтено. То есть если есть какие-то нестандартные шумы, или же автомобиль ведет себя в тестовом режиме как-то плохо едет и так далее, это, конечно, все будет отражено. Но стоит понимать, что там, конечно, не будет написано, что именно там сломано и так далее. Просто будет написано, что нестандартный шум двигателя. А что именно нестандартно шумит? Может быть, это просто там подшипник какой-то шумит, может быть, это серьезная проблема. До этого, конечно, уже эксперт осматривать не будет. В ходе своего разговора сказали, что увеличился поток автомобилей, которые не напрямую достигают России, да, то есть через иные страны, Корею, Китай и тому подобное. Окей, но мы смотрим YouTube и смотрим там кучу вот этих блогеров, которые либо раздувают проблемы, связанные с санкциями в отношении поддержанных японских авто, либо ее нивелируют. То есть все как было и так далее. Да? А реальное состояние дел все-таки каково? Вот как финансовый директор одной из крупнейших экспортеров. Ваша оценка? Здесь плоскость ответственности, да, получается, для тех, кто находится на территории Российской Федерации, дилеров, которые занимаются импортом автомобилей, в принципе, никакой какой-то ответственности в этом плане нету. Здесь именно ответственность лежит на экспортере. Обход санкций чреват какими-то последствиями. Какими именно последствиями, каким образом это будет выявляться, есть ли какой-то комитет по предотвращению обхода санкций, или же какие-то иные меры, по которым будет выявляться, занимается ли экспортер автомобилей запрещенной деятельностью. Это пока, конечно, неизвестно, потому что эти санкции вводились достаточно быстро. И я думаю, что, учитывая ментальность японцев, если даже они выявят какие-то нарушения, они часто делают так, что могут просто следить. Да, то есть не сразу пресекать это, а просто собирать доказательства того, что вы занимаетесь обходом санкций. Вот. Как это будет потом влиять, в какой сфере, какая-то это будет административная ответственность или уголовная, или еще какая-нибудь, сложно сказать, но в этом плане японцы очень много считают, они все видят, все просчитывают. Я думаю, что для тех компаний, которые ведут свой бизнес честным путем и давно работают, вот эти риски не сильно сопоставимы. То есть, если говорить конкретно про нашу компанию, мы не видим каких-то перспектив для того, чтобы заниматься санкционными автомобилями. Но, несмотря на это, есть ряд небольших компаний, которые, наоборот, в этом видят какой-то шанс
Больше прибыли получить, да? Что с ними будет дальше, сейчас на данный момент сказать сложно. Это все вот только сейчас все пробуют, кто-то отправляет. На самом деле не важно, через какую страну это отправлять, лишь бы это было не напрямую в Россию, да. То есть через какую страну идет, через каких посредников это идет, как это влияет на компании, которые находятся в России, это не особо важно. Это именно здесь ответственность лежит на экспортере, который находится на территории Японии. Мгм. Дмитрий, я очень сильно удивился, когда я не рассчитывал получить второй ключ от автомашины, да, поскольку на чипы и прочее это тоже санкции, да, но тем не менее по капитанской почте я получил второй ключ. Что такое капитанская почта и почему она позволяет, ну, как-то более щадяще обходиться? Капитанская почта — это способ, который популярен у экспортеров из Японии. С помощью него отправляются как раз-таки вот эти вторые ключи, либо какие-то запчасти, которые попали под санкции. Сейчас очень большой перечень запчастей, микросхем, гидравлики и подобных вещей, которые попали под санкции, которые, опять же, по закону экспортировать достаточно сложно. Капитанская почта — это, если говорить без прикрас, это, опять же, абсолютно серая схема, которую, скажем так, придумали наши соотечественники. И она имеет тоже ряд определенных рисков. Но так как ситуация безвыходная, конечно, приходится иногда прибегать к таким уловкам. Но хотел бы сказать сразу, что вероятность того, что второй ключ не придет, она очень высока, да, то есть кто-то, опять же, какие-то компании рискуют этим заниматься, какие-то компании категорически и принципиально этим не занимаются. В завершение нашего очень познавательного разговора, при чем тут вообще пакистанцы, Дмитрий? Я вот в связи с японскими авторынками и так далее, я очень часто слышу устойчивое выражение, да, пакистанская мафия непобедима. Экспорт автомобилей из Японии в России будет продолжаться, пока будут существовать подержанные автомобили в Японии. Причем тут они? Я понять не могу. Это просто так сложилось, что до того, как россияне, мы начали заниматься этой деятельностью, то есть регистрируя юридические лица в Японии, став на позицию автодилера в Японии, до этого момента этот автоимпорт был совсем другого характера. То есть люди просто садились, моряки садились на судно и приезжали в порт Японии, например, порт Ниигата или порт Таяма, в котором уже в то время пакистанские предприниматели, уже закупив заранее автомобили, просто у берега выставляли партию автомобилей, которые можно было бы привычной нам схемой просто тыкнуть пальцем, сказать, я хочу вот этот или вот этот автомобиль. Он просто говорил цену, то есть это был такое некое подобие авторынка, к которому мы привыкли, да, это было в 90-е годы. Просто, если совсем коротко, пакистанцы, они были именно в этой сфере раньше, чем россияне. Но, тем не менее, есть тоже большие компании пакистанские, которые отправляют, опять же, не только в Россию, но и к себе на родину, в Пакистан. Поэтому вот у нас так просто сложилось в таком публичном пространстве, что вот есть такое выражение, что да, там, купите пакистанца, пакистанец в Японии. И да, я согласен с тем, что это сложно как бы понять рядовому человеку, который хочет купить автомобиль, почему тут вообще пакистанцы в Японии? Почему не японцы, да, например? Дмитрий, согласитесь, что сейчас очень хорошие условия для того, чтобы обновлять автопарк. Иена стоит на сегодняшний момент 58, за курс 0,58, да? Доллар ниже 87. Евро, соответственно, тоже катится вниз, да? Рубль ведет себя очень хорошо, и сейчас экономически выгодно, целесообразно обновлять автопарк, покупать либо новый, либо для себя, либо на будущее и так далее.
С российской стороны даже мы видим какие-то послабления. Если раньше ГЛОНАСС был обязателен, то сейчас в связи с событиями мирового масштаба, да, ГЛОНАСС, если ввозишь в частном порядке, можно не устанавливать и экономить на этом достаточно большие средства. Есть льготный утилизационный сбор, который, ну, если не прибегаешь к компаниям-посредникам, и определенной категории автомобилей, допустим, из стран ЕС, то можно надеяться на льготный утилизационный сбор. В связи с этим, вообще, что бы вы пожелали россиянам, якутянам, вашим землякам, которые, еще раз, мы уверены в японских автомобилях, и вообще традиции японского автопрома – это одни из лучших мировых практик. Что бы вы пожелали якутянам, которые хотели бы приобрести японское авто? Я считаю, что именно если брать Якутию, тут, несомненно, японские автомобили, да, себя показали. Они очень подходят, очень крепкие, очень ремонтопригодные, все это знают. И сейчас, на данный момент, я считаю, что нужно покупать их, потому что у меня есть ощущение, что вот эти санкции, они, ну, был такой слух, наверное, может быть, вы тоже слышали, Дмитрий, да, что снимут санкции, вот такое вот было, по-моему, месяц назад. Я думаю, что такого, ну, по крайней мере, я, находясь здесь, в Японии, во всей вот этой деятельности, не вижу каких-то предпосылок, по которым японцы бы ослабили санкции. И считаю, что, как говорится, пока есть вот этот ручеек, вот эта возможность, нужно максимально этим воспользоваться. Конечно, сейчас, то есть вот этот пул моделей уменьшился, то есть можно сейчас заказать только там образно бензиновую модель до 1.9, но тем не менее эти автомобили также стоят относительно, допустим, того же китайского автопрома, не сильно дорого, и для людей, которые покупают автомобиль для семьи и так далее, это идеальный вариант, довольно адекватные средства приобрести очень хороший надежный автомобиль. И думаю, что вот эта весна следующего года, 2024 года, покажет нам и экспортерам, и импортерам в России, что поток, объем японских автомобилей, ну, на мой личный взгляд, не уменьшится. Вот эти, допустим, китайские новые автомобили, они по ценовому сегменту уже совсем другой плоскости, да? Поэтому какой-то прямой конкуренции, да, скажем так, в ценах, в ценовом сегменте мы не наблюдаем. Вот, поэтому думаю, что лично вот советую, что если вы задумываетесь о том, чтобы приобрести себе, как говорится, настоящий японский автомобиль, то это самое время этим вопросом задаться. Спасибо большое за очень познавательный, на самом деле, разговор. И я думаю, что не только я, который вот буквально последний месяц был вовлечен в тему импорта из Японии, пусть поддержанного, но все еще крепкого, очень обладающего рядом достоинств по сравнению с китайским автопромом автомобиля, будет полезен. Многие мои коллеги, которые сидят в аппаратной сейчас, многие подписчики в социальных сетях, они ждали этого разговора. И именно от вас, Дмитрий, который, еще раз, более 12 лет уже вы в теме, находитесь в Японии, в Токио, в самом центре, ну, скажем так, определенного сегмента авторынка. Есть же новые машины, которые дилеры предлагают, а есть, скажем так, ну, used car, которые во всем мире, и в Соединенных Штатах, и в Японии, и в других странах мира, они пользуются определенным спросом у населения, потому что это рентабельно очень, это выгодно, это, скажем так, более разумная трата средств семейного бюджета по сравнению с тем, чтобы приобретать абсолютно новый бренд-нью автомобиль у официального дилера.
Я думаю, что мы будем продолжать цикл вот этих, скажем так, инсайдов, не инсайтов, которые вот инфо-цыгане применяют, инсайт, да, а именно инсайт, то есть наш человек, который находится в сердце японских аукционов в Токио, я думаю, с большой охотой будет информировать своих земляков, расширит аудиторию, кроме как в соцсетях, еще и через официальные каналы. Мы говорим о тех вещах, которые касаются каждого из нас, то есть повышение благосостояния, улучшение условий для жизни, как перевозить ребенка в школу и так далее. Это все автомобили, это то изобретение, которое касается всех нас. Поэтому огромное спасибо, что вы согласились на этот, с одной стороны, непростой разговор. Это касается вашего бизнеса, а деньги, как всегда, любят тишину, и то, что вы согласились открыть некоторые стороны тех вещей, которые сопутствуют вашему бизнесу, это респект. А мы еще раз здесь, на якутской стороне, полностью уверены в качестве, еще раз, в консервативности вот этой, которая привлекает многих из нас, даже в толщине лакокрасочного покрытия, в надежности двигателей и так далее, японского автопрома, который еще долгие-долгие годы, наверное, будет стоять определенной строкой в жизни Дальнего Востока, той части страны, которая восточнее Урала, да и дальше тоже любят правый руль. И полного запрета правого руля в нашей огромной стране, я надеюсь, никогда не будет, потому что это ударит по миллионам наших сограждан, потому что это для них средство к существованию, средство улучшения жизни. Спасибо огромное Дмитрию Ефремову, финансовому директору одного из крупнейших экспортеров автомобилей, АДН Групп, наш земляк, якутянин, отлично говорит, кстати, по-якутски и по-русски. И попрощайтесь, пожалуйста, Дмитрий, на японском языке. Привет, скажем так, на японском языке всем нашим телезрителям. Пожалуйста. Дмитрий, прежде всего вам спасибо, потому что это получился действительно очень интересный разговор. Для меня это, возможно, даже один из первых опытов, потому что я сам человек не сильно публичный. И, конечно, я готов в будущем рассказывать про всю эту деятельность и освещать для наших дорогих якутян все, что происходит в этой сфере. Хотел бы поблагодарить, наверное, сначала по-якутски, да, сказать всем Лухан Махтал, Бетнико Бюктер. Если говорить по-японски, Минасан, Саха Кёвакоку но Минасан, Макото ни аригато годзаймас, Мата Ирошику онегай иташимасу. Аригато, Дмитрий Сан, и это программа «Один из нас». С вами был Дмитрий Ефремов и я, Дмитрий Аргунов. Увидимся ровно через неделю.